Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан увеличит количество авиарейсов из Ашхабада в Дели. Туркменские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии. К Международному дню защиты детей в Ашхабаде пройдет костюмированный концерт и другие новости. Авиакомпания «Туркменистан» с 24 мая планирует увеличить частоту рейсов из Ашхабада в Дели до 2 раз в неделю. Билеты появились в продаже на официальном сайте авиакомпании. Согласно графику, полеты будут выполняться по средам и четвергам. Для уточнения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в справочную службу по телефонам, которые вы видите на экране. 4 учеников Ашхабадской специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапар Мурата Туркменбаши успешно выступили на 57-й международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане. Домой они привезли каждый по медали, 1 серебряную и 3 бронзовые. На Менделеевской олимпиаде участвовали в общей сложности 116 школьников из 21 страны. Олимпиада была организована Московским государственным университетом. 28 мая в Ашхабаде состоится костюмированный концерт «Маленькая страна», посвященный Международному дню защиты детей. В программе концерта сюжетные линии из различных сказок советских и диснеевских. Концерт состоится в киноконцертном центре «Туркменистан», начало в 16:30. По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам, которые вы видите на экране. Турецкий актер Бурак Özçivit передал привет своим поклонникам из Туркменистана. «Всем моим туркменским друзьям передаю привет», — сказал Бурак Özçivit. Видеообращением на своей странице в социальной сети поделился мастер боевых искусств по смешанным единоборствам Довлетжан Яхшимурадов. Судя по опубликованным кадрам, Яхшимурадов принял участие в съемках 125-й серии 4-го сезона телесериала «Основание Осман», который выходит в эфир на турецком телеканале АТВ. Сериал повествует о значимом историческом периоде, включающем восхождение на трон Османа Газы, сына знаменитого Эртогрула, основателя Великой Османской империи. 20 и 21 мая в Музее изобразительных искусств в Ашхабаде будет работать выставка ювелирных украшений грузинских мастеров Минанкари. Выставку организует посольство Грузии в Ашхабаде при поддержке Министерства культуры Туркменистана. Минанкари – это старинная грузинская техника создания ювелирных украшений с помощью натуральной эмали. Вход на выставку свободный. Илон Маск в своем микроблоге сообщил, что нашел преемницу, которая сменит его на посту генерального директора Twitter. Новый гендиректор приступит к работе через 6 недель. Прогнозируется, что им может стать глава рекламного отдела медиакомпании NBC Universal. Сам предприниматель будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора Twitter. Он продолжит контролировать развитие продукта, ПО и работу ключевых систем. Джонни Депп возвращается к режиссерской работе после 25-летнего перерыва и приступает к съемкам своего нового фильма. Вторая режиссерская работа Деппа, фильм «Моди», будет посвящена биографии Амедео Модильяни, известного итальянского художника-экспрессиониста начала 20 века. В работе над фильмом также принимает участие Аль Пачино. Съемки начнутся в столице Венгрии, Будапеште, осенью этого года. Союз европейских футбольных ассоциаций обсудил с Федерацией футбола Португалии возможность проведения финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вместо Стамбула. В сообщении отмечается, что УЕФА опасается возможных беспорядков в Турции из-за предстоящих президентских выборов. По информации источника, руководство УЕФА провело неофициальные переговоры с представителями Федерации футбола Португалии по поводу возможного переноса решающего матча турнира из Турции в Лиссабон. В Туркменистане стартовали матчи 6-го тура национальной футбольной лиги. В пятницу было сыграно 3 матча. Ашхабад со счетом 2-0 одержал победу над Ахалом, Алтынасыр обыграл Шагадам со счетом 4-0, Мерв сыграл в ничью с Капитдагом. Встреча завершилась со счетом 2-2. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.